Почта России. Куда пропадают газеты с прилавков киосков? Образцовый ансамбль «Танцы Гульдар». Ребята вновь демонстрируют высокие результаты на всероссийской арене. Прогноз погоды последнего месяца осени. Чего ждать от ноября в 2017 году? Сегодня понедельник, вы смотрите новости. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Сибайский оператор российской государственной почтовой сети «Почта России» проводит структурную оптимизацию посредством перемещения торговых площадок. Причины и дальнейшие перспективы реализации периодических печатных изданий вы узнаете далее. На улицах города киоски Почты России прекращают свою деятельность. Альтернативой для продажи печатной продукции становятся павильоны, которые открываются в отделениях Почты России. Наиболее удобным способом мелкорозничной торговли является нестационарный торговый объект, который не привязан к городским коммуникациям. Достаточно долгий период в городе функционировали так называемые почтовики, павильоны, которые занимались розничной торговлей газет, журналов, мелкой книжной продукции и канцелярии. Удобство подобных точек продаж заключалось в доступности цен, широкого выбора городских и районных газет, а также наличии глянцевых журналов и календарей в шаговой доступности к дому. Все торговые точки, где отсутствует контрольно-кассовая техника и условия для функционирования контрольно-кассовой техники, в ближайшее время будут переводиться в помещение отделения почтовой связи. Так, например, киоск, который по Ленина 20 работал, сейчас уже передислоцирован на Горького 53, там функционирует, работает в полном объеме. Киоск, расположенный по Ленина 44, планируется разместить в отделении почтовой связи по Индустриальному шоссе 2. Причиной для прекращения деятельности почтовых киосков послужила невозможность обеспечения объектов нужными условиями для работы контрольно-кассового оборудования. У нас там погодные условия не позволяют, очень холодно. И обогревательные приборы оставлять на всю ночь не можем мы в целях безопасности, и кассовая техника просто будет замерзать. К информации категории граждан, которые привыкли к печатной продукции, ассортимент товаров павильонов в отделениях Почты России не потерпит серьезных изменений. Также перемещение торговых точек никак не повлияет на цены. Поставка продукции в город будет осуществляться в тех же объемах и в своем многообразии. Альтернативой для возможных неудобств может стать подписка на любимые издания. Главным плюсом подобного нововведения является обеспечение точек продаж всеми условиями, которые требуют санитарные и торговые нормы и правила. Я очень надеюсь, еще раз повторяюсь, на сотрудничество, что наши клиенты останутся с нами, мы все сделаем для их удобства. Например, на Чайковского 8 в отделении почтовой связи у нас постоянно организована торговля печатной продукции, без очереди могут подходить и покупать. Екатерина Марочкина, Ренат Музафаров, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Вернувшись триумфаторами с прошедшего в июле сочинского фестиваля «Вот такое наше лето», образцовый ансамбль «Гульдар» получил билет на участие в Октябрьском кубке победителей и пополнил копилку личных достижений, став лауреатами 3-й степени. Состязаться в мастерстве сибайскому коллективу предстояло с крупнейшими школами страны и ближнего зарубежья. О том, какие эмоции сегодня царят в рядах юных артистов, смотрите в нашем следующем сюжете. Приезжаем на встречу с триумфаторами закрытого грантового конкурса «Кубок победителей» среди лучших хореографических коллективов России, и нашу съемочную группу охватывает легкое дежавю. Те же лучезарные лица, тот же стенд, заставленный кубками и другими трофеями, привезенными с недавней поездки, тот же сплоченный дух в рядах юных гульдаровцев, вот только ставки, как говорится, на этот раз гораздо выше. Результаты, представленные нам на прошлой июльской встрече, состоявшейся по итогам участия коллектива в сочинском фестивале «Вот оно какое наше лето», по существу и определили нынешнюю фестивальную судьбу коллектива. Будучи признанным лучшим хореографическим коллективом России на летнем фестивале, ансамбль «Гульдар» получил официальное приглашение участвовать в Октябрьском кубке победителей и вновь вернулся домой не с пустыми руками. Конечно, это было очень волнительно, и для нашего коллектива это серьезное было испытание, потому что на конкурс мы увидели, что приехали коллективы очень именитые, студии при госансамблях, коллективы, с которыми работает очень много педагогов, которые одеты, их костюмы, и даже чисто репетиционная форма у них единая. Конечно, конкурс поставлен на большом уровне. Было очень волнительно, было очень страшно, но мы попробовали. Ну, я думаю, для наших детей это большая победа, то, что мы стали лауреатами 3-й степени. Конкуренцию сибайскому коллективу составляли самые именитые танцевальные объединения страны. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Казань и другие города-участники. Всего более 40 коллективов, прошедших отборочный тур.
Каждый из них с высокими званиями. Студии, состоящие при государственных ансамблях. Очень много эстрадных коллективов. Были коллективы зарубежья, с Эстонии, с Ишкарала. Ну и мы, я думаю, не спасовали. На фоне их показали свое мастерство. Такие яркие эмоции, удивление такое. Хочется поскорее уже ехать, потому что интересно, какая там будет сцена, какие участники. Юная артистка ансамбля Камила Габасова путешествует в составе гастрольной группы не в первый раз. Обширные представления о географическом богатстве нашей страны девочка получает не только через изучение народных хореографических традиций, но и в результате реального туристического опыта. Последняя поездка принесла ребятам уже вторую встречу с морем в текущем году, богатый организованный досуг, завораживающие фестивальные церемонии и массу сопутствующих впечатлений. Там была такая большая сцена, такие яркие огни. Мы выступали, конечно, было волнение, но мы смогли. Тяжело становится, потому что волнение, жюри на тебя смотрят, все смотрят, и уже тяжело становится. Но мне не было тяжело, и мы хорошо выступали. Если веришь в себя, получается все. Вот я верила, и у меня все получилось. Участие на конкурсах такого уровня – это большая школа для наших детей. Во-первых, они делятся опытом, они видят работу других коллективов. Естественно, и работать начинают совсем по-другому. У них появляется интерес, повышается мастерство, они видят других детей, другие коллективы. Исполнение танцев, которые мы, может быть, не исполняем, но будем в дальнейшем исполнять, для них это уже что-то, большой опыт. К сожалению, участие ребят на фестивалях такого уровня до сих пор затрудняет отсутствие спонсорской поддержки. Отстаивать честь родного города и региона в целом образцовому ансамблю танца «Гульдар» пришлось по большей части за счет финансирования родителей и далеко не в полном составе. Руководство ансамбля выражает особую благодарность семьям своих воспитанников, а также отдельным представителям частного предпринимательства нашего города за подаренную возможность блеснуть своим талантом на таком высоком уровне. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Не за горами ноябрь, последний месяц осени, который во многих регионах страны уже давно превратился в первый месяц зимы. Водители меняют резину на зимнюю, день жестянщика уже позади, первый снег тоже выпал. Теперь жители республики задаются двумя, пожалуй, самыми главными вопросами. Какой будет погода на ноябрь в регионе и будет ли потепление? Сразу скажем, если вы задаетесь вопросом, когда брать отпуск в теплые страны, то ответ готов. Погода на ноябрь в регионе будет столь неприятной, что оставаться у нас мы советуем только самым смелым патриотам. Начало ноября будет сравнительно теплым. Снег растает, но водителям и пешеходам от этого не легче. Ночью все равно морозно, днем будет лить дождь, а к вечеру, соответственно, гололед. Поэтому советуем заранее позаботиться о хорошей обуви. В середине месяца будет потепление. Снег окончательно сойдет, зато синоптики прогнозируют много дождей. Погода на конец ноября также известна, снова холодно. В регион вернутся и редкие, но неприятные явления – туман и ледяной дождь. Надеемся, что наш прогноз погоды на ноябрь в республике поможет жителям избежать проблем и спланировать свои загородные поездки с учетом погодных условий. Например, если вам необходимо ехать в другой регион и вы задаетесь вопросом, есть ли в ноябре гололед на трассе, то мы вам отвечаем. Скользко будет и в начале, и в конце ноября. В середине, если верить синоптикам, нас ждет небольшое теплое окно. Это все на сегодня. Я желаю вам продуктивной недели. Увидимся позже.